Музей-мемориал боевой и трудовой славы города Малгобек пополнился новыми бесценными реликвиями. Это боевые награды за освобождение, оборону и взятие городов во времена Великой Отечественной войны. Всего медалей 17. О новых экспонатах расскажет Дана Плиева. Новой коллекцией медалей Музей боевой и трудовой славы Малгобека пополнился всего неделю назад. Символы отваги и смелости, проявленные во времена Второй мировой войны, музею вручила комиссия по госнаградам при президенте России. Сначала они прислали нам письмо, мы быстро среагировали, ответили на письмо и получили вот такую вот коллекцию. Это медали СССР за освобождение, за взятие городов и за оборону городов, которые были в годы Великой Отечественной войны, в 41-45 году. Их 17 штук. Коллекции наград за оборону Ленинграда, взятие Берлина, победу над Японией переданы в дар всем городам воинской славы страны. И она по праву займет одно из главных мест музея, делится директор Заурбек Албагачиев. К слову, медаль за оборону Ленинграда отличается от той, которую недавно в музей передали родственники одного из ветеранов ВОВ. У нее какой-то матовый оттенок. Она сделана так, как будто она сверху покрыта вот каким-то лаком непонятным. Вот все копии выглядят вот так вот. Все копии медалей выглядят вот так вот. Они такого одного цвета. А вот эта, которую нам прислали, она вот видно, что это медаль. У нее и цвет совсем другой, и состав совсем другой, и даже вот надписи, которые вот сзади, если сравнить, они очень сильно отличаются. Вот видно, что вот эта вот медаль, она оригинал, ближе к оригиналу намного. Музей пополнился еще одной коллекцией – копией медалей времен Великой Отечественной. Ее передали в дар музею власти города. Памятный набор, полученный от президента России в честь 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, также включает 17 медалей за освобождение и взятие городов. Кроме этого, здесь хранятся ордена боевой славы различных степеней. Ну, самый дорогой из них, конечно, был вот этот вот орден Победы. Им за всю войну наградили, наверное, где-то 4, кажется, человек. Больше ни у кого такого ордена не было. Он вот весь был бриллиантовый, состоял из бриллиантов. На протяжении 30 лет своего существования музей успел пополниться различными экспонатами. Один из самых первых – это австрийская винтовка. Она и по сей день находится в рабочем состоянии. А вот танковые и ракетные снаряды, шлемы и останки орудий летательной техники военных лет занимают половину музея. К примеру, останки этого самолета были найдены в лесу недалеко от села Сагапши 6 лет назад. По бортовому номеру на одной из деталей смогли узнать имя сбитого летчика. Им оказался Василий Тарабан. Вот только информацию о нем не нашли ни в одном из архивов. Узнать биографию летчика Заурбеку Албагачиеву все же удалось. Числа 5 мая, вот перед праздником, я вот как раз собирался домой, зазвонил телефон стационарный, и я поднял трубку, и мне звонили с Москвы, радио FM. Там говорят, вот мы звоним по всем городам воинской славы, по музеям. Расскажите про какой-нибудь вот интересный ваш экспонат. Ну, я говорю, у нас много интересных экспонатов. И, ну, они, вот вы в прямом эфире, хоть про что-нибудь, вот любой экспонат расскажите нам. Ну, я взял и почему-то сразу вспомнил вот эти вот про останки самолета. История по экспонате, прозвучавшая на радиоволнах, не осталась без ответа. На почту музея пришло письмо из Подольска. К нам на mail пришло письмо от одной женщины. Ну, она мне написала, что она не внучка, а близкая родственница вот этого Тарабана, что ее отец, он так и умер, ждал его все время с войны, так и не дождался. И вот теперь вот найдены его остатки. Вот она нам прислала и фотографию прислала. Случайно по радио услышала, узнала. Вот и фотографию нам прислала его. И про всю его биографию нам рассказала. Каждый из этих экспонатов – бесценная реликвия прошлых лет. Как и медали, хранящие память о победе Красной Армии в Великой Отечественной. Эта коллекция по праву станет одним из главных украшений музея. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.